Это сейчас здесь непривычно тихо и безлюдно, а в обычные дни в онкодиспансере буквально не протолкнуться. Врачи объясняют, это из-за выходного, а еще мер, принятых в больнице в связи с эпидемией. Посещения отменены, даже ухаживающих не запускают. У Магомеда Евлоева рак легких. Он оказался здесь в самый пик распространения ковид месяц назад. Сетует, родственников теперь не запускают, но понимает, это вынужденные меры, ведь шутки с собственным здоровьем плохи. Усиление чуваю, амела. Чувак и швац, арвали швац, чувак. Хочу ветить сак. Ответь, ну что контакт хоть тот что. Лорбо. Больные раком находятся в группе риска. Из-за пониженного иммунитета подхватить инфекцию легче, поэтому здесь не пренебрегают здоровьем своих пациентов. Перед тем, как положить, мне и температуру померили. Я вообще-то, в принципе, даже в то время, когда я находилась дома, я никуда не выходила, так как я лежачий больной в основном. Я не выходила, не выезжала, у меня ничего не было. За счет этого мне и температуру померили, и как-то по-своему обследовали. Кварцевые обработки вот у них время бывает. В день по нескольку раз бывает влажная уборка. В период пандемии формат работы диспансера поменялся. Хоть и можно сказать, что все проходит в штатном режиме. Если жизненно важное медучреждение раньше принимало не только местных больных, но и из других регионов, теперь же им пришлось отказать. А врачи тоже работают согласно новым рекомендациям. Рекомендации установлены Ассоциацией онкологов России и Международной ассоциацией онкологов. То есть мы можем работать только по этим рекомендациям, и в связи с пандемией были разработаны новые рекомендации, они нам дали новые дозы лечения, то есть и согласно этим рекомендациям, то есть у нас идут ускоренные дозы лечения и идут более увеличенные дозы лечения, то есть если раньше мы за месяц лечили, подводили там, допустим, 40 грей за месяц, подводили, то по новым рекомендациям те же 40 грей мы подводим за неделю. Меры мерами, а спастись от него, к сожалению, не получилось. Порядка 7 человек. Все врачи заболели новой инфекцией. Отделения, в которых они работали, пришлось закрыть на карантин, а самих медиков отправить на самоизоляцию. Такие своевременные меры позволили избежать заражения среди пациентов. Они находятся кто на лечении стационар, кто находится самостоятельно на домашнем лечении. И в двух подразделениях, где были пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, нам пришлось закрывать людей. Новый коронавирус слишком коварен и непредсказуем, а в случае с раковыми больными и подавно. По статистике, частота возникновения тяжелых осложнений у таких пациентов в 5 раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли. Поэтому прием пациентов с доброкачественными новообразованиями временно остановили. Принимают только тех, чей диагноз не требует отлагательств. Еще одна мера, которая должна помочь держать руку на пульсе в период пандемии – тестирование на вирус, которое планируется вести прямо в стенах больницы. Наша лаборатория КДЛ имеет возможность в плане оборудования для производства анализов, анализа на коронавирусную инфекцию. Мы сделали заявку для проведения этих анализов для своих пациентов и для своих сотрудников. Тестов мы заказали, в ближайшие 2-3 недели нам обещали осуществить поставку. Коронавирус внес свои коррективы буквально во все сферы, но особенно остро его ощутили в диспансере, когда появился дефицит лекарств, вызванный проблемами с доставкой. К сожалению, этап, когда у нас есть некий дефицит в лекарствах противоопухолевой терапии. Здесь, наверное, в большей степени бюрократические проблемы. Без малого на 200 миллионов рублей аукцион отыграли. 24 числа у нас произошло подписание контрактов со всеми победителями этих аукционов. Мы на связи. Многие из них жалуются на то, что есть проблемы с логистикой, с транспортными компаниями, с доставкой этих препаратов.
Онкологи совершают не меньший подвиг, чем их коллеги в других медучреждениях, которые борются с ковид, ведь больные раком еще не вылечились. И здесь уж точно ждать конца пандемии не приходится. Каждая минута на счету. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.